армейских подразделений, ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» отражены атаки 2 мотопехотных рот Вооруженных сил Украины при поддержке 4 танков и 11 боевых бронированных машин. В ходе боевых действий Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim sejak 4 Juni 2023, 7.500 pasukan Ukraina tewas dan terluka di jalur kontak. Hal itu disampaikan dalam laporan resmi di Telegram pada Rabu 14 Juni 2023. Jumlah ini disebut tidak termasuk personel militer yang tewas akibat penggunaan senjata dan pesawat jarak jauh presisi tinggi Rusia di kedalaman wilayah Ukraina. Selain itu, Kemhan Rusia juga mengatakan di Lankan-Fremevsky dekat pemukiman Makarovka di Republik Rakyat Donetsk, tindakan dari unit pertahanan, serangan udara dan tembakan artileri dari kelompok pasukan Rusia berhasil menghalau serangan 2 kompi infanteri bermotor angkatan bersenjata dari Ukraina dengan dukungan 4 tank dan 11 kendaraan tempur lapis baja. Selama pertempuran ini 4 tank Ukraina dan 7 kendaraan tempur lapis bajanya dihancurkan. Sedangkan di wilayah pemukiman Prechitsovka, Republik Rakyat Donetsk, serangan 2 kompi kelompok taktis angkatan bersenjata Ukraina berhasil dipukul mundur. Kerugian Ukraina berjumlah 5 tank dan 5 kendaraan tempur lapis baja. боевых действий уничтожены 4 танка и 7 боевых бронированных машин противника. В районе населенного пункта Пречистовка Донецкой Народной Республики успешно отражены атаки 2 ротных тактических групп Вооруженных сил Украины. Потери противника составили 5 танков и 5 боевых бронированных машин. В районах населенных пунктов Ровнополь Донецкой Народной Республики, Левадная Запорожской области и совхоза «Октябрь» подразделениями российских войск подбито 5 танков противника. На запорожском направлении ударами штурмовой авиации сорвана атака подразделений 128-й горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Жеребянки Запорожской области. Всего за прошедшие сутки потери противника на Южнодонецком и Запорожском направлениях составили более 800 украинских военнослужащих, 20 танков, 4 боевые машины пехоты, 15 боевых бронированных машин, 2 артиллерийские системы М777 производства США, гаубицы М100Б и Д-30, а также боевая машина реактивных систем залпового огня «Град». Кроме того, в районе населенного пункта Новоандреевка Запорожской области уничтожен склад артиллерийских боеприпасов 65-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. На Донецком направлении активными действиями южной группировки войск в районах населенных пунктов Первомайская и Петровская Донецкой Народной Республики успешно отражены 2 атаки противника. В ходе боев потери украинских войск составили более 205 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 7 автомобилей, а также 2 гаубицы Д-20. В районах населенных пунктов Северск-Малый и Часов-Яр Донецкой Народной Республики уничтожили склады боеприпасов 45-й артиллерийской и 57-й мотопехотных бригад Вооруженных сил Украины. На Купянском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений западной группировки войск в районах населенных пунктов Синьковка, Берестовое и Артемовка Харьковской области пресечена деятельность 3 украинских диверсионно-разведывательных групп. В течение суток на данном направлении уничтожено до 30 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, 2 автомобиля, а также самоходные артиллерийские установки М109 «Паладин» производства США и «Краб» польского производства. На Краснолиманском направлении ударами авиации, огнем артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Невская, Червоная Деброва, Луганской Народной Республики, Терны, Торская, Донецкой Народной Республики, а также Серебрянского лесничества. В районе населенного пункта Григоровка, Донецкой Народной Республики, ликвидирована украинская диверсионно-разведывательная группа. За сутки потери Вооруженных сил Украины на данном направлении составили до 60 военнослужащих, боевая машина пехоты, 2 пикапа, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», гаубица Д-20, а также боевая машина реактивных систем залпового огня «Град». На Херсонском направлении в ходе огневого поражения в течение суток уничтожено до 50 украинских военнослужащих, 9 автомобилей, а также самоходная артиллерийская установка «Акация». Оперативно-тактическая армейская авиация, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации
В течение суток нанесено поражение 107 артиллерийским подразделениям Вооруженных сил Украины на огневых позициях, живой силе и военной технике в 137 районах. В районе города Запорожье уничтожена радиационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18. Средствами противовоздушной обороны ВКС России в течение суток перехвачены 2 крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow и 4 реактивных снаряда систем залпового огня «Хаймарс». Кроме того, уничтожены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Сладкая Балка Запорожской области, Жовтневая Харьковской области и Валерьяновка Донецкой Народной Республики. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 442 самолета, 238 вертолетов, 4605 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 9982 танка и других боевых бронированных машин, 1124 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5111 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 10947 единиц специальной военной автомобильной техники. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.